До революции эта улица, известная горожанам и гостям столицы по зданию учебного корпуса университета, называлась Полевой. А все потому, что здесь, на краю дореволюционного города, было огромное поле и несколько жилых домов. В том числе стоял здесь вот как раз вот напротив дома Меликова, известного судьи, который в свое время сохранил рукописи Чернышевского Николая. Именно когда вот он уезжал в Вилюйск, он отдал ему на хранение вот эти рукописи. Еще на улице Полевой находилась ветеринарная станция с научными лабораториями и захоронением животных, зараженных сибирской язвой. И, как помнят горожане, в этом году были проведены научные исследования на предмет сохранности в почве возбудителей инфекции. Исторические факты говорят о том, что на этом месте был схорон именно сибирская язва. А сибирская язва вообще, это очень опасная болезнь. И последние события на Таймыре, они об этом показывают, где более 3500 голов именно оленей, да, они просто заразились и их просто уничтожили в конце концов. То есть это была такая мощная спецоперация, похожая вот на те кинофильмы «Катастрофы», каких-нибудь там африканских болезней, допустим. Поэтому это, на самом деле, на мой взгляд, это очень опасное место. И здесь нужно, мне кажется, просто бетонировать, уже поверх этой налаживать какую-то почву и сделать только скверну. Никаких зданий высотных, тем более, да, если мы будем бивать сваи, мне кажется, это будет очень-очень опасно. При корректировке улиц улица Белинского разбилась на две части. Однако исторически она тянулась от озера, что у культурного центра «Сергеляхские огни», до Талого озера, позади зданий, ныне известных нам как ресторан «Каре» и контрольно-счетная палата. И на этой улице некогда жил известный поэт и прозаик Анимпадис Сафронов Алампа.